С учетом общественного резонанса, связанного с аварией на теплосетях Сыктывкара, прокурорская проверка будет проведена в кратчайшие сроки. Об этом в ведомстве сегодня заявили нашему телеканалу. Напомним, инцидент произошел в пятницу вечером. Без тепла остались 35 домов в самом центре Сыктывкара. Это сотни квартир. Александра Головина о ЧП и его последствиях. ЧП в пятничный вечер для республики, кажется, уже стало недоброй традицией. Без тепла остались сотни квартир в самом центре Сыктывкара. На месте аварии, это перекресток в центре города, Куратово, Интернациональная, ограничили движение. Горожане такой сюрприз не оценили. Горячие линии аварийных служб и соцсети просто разрывались. Грош цена вашим подготовкам к зиме. Ремонтировать летом надо. На дворе февраль, если вы не знаете. Насколько отключено водоснабжение? У вас должны быть сроки, вы не летом отключаете. У людей дети дома, в домах холодно стало. Дайте разъяснение по срокам. В оперативном режиме на месте собралась целая комиссия, тепловики, водоканал, профильный министр. Не обошлось и без прокуратуры. Причину обнаружили не сразу. Ответственность за инцидент взял Сыктывкарский водоканал, но окончательно виновника определит специальная проверка. Была повреждена магистральная тепловая сеть. Под отключение у нас попало 35 домов и 2 социально значимых объекта. В настоящее время причина аварии выявлена и ведутся работы по устранению. Сыктывкарский водоканал в рамках капитального ремонта водопроводной сети диаметром 200 сегодня проводил работы по замене данного участка трубопровода бестраншейным способом, методом разрушения существующей трубы и протаскивания новой трубы того же диаметра. При производстве работ филиалом Д+, была зарегистрирована утечка на магистральной теплосети. Вскрытие сегодняшнее показало, что при протаскивании водопроводной трубы была повреждена магистральная труба теплосетей. К 7 утра удалось заменить 2 участка трубопроводов теплотрассы, а уже к 11 причина аварии полностью устранена. Включали отопление постепенно, чтобы не повредить внутридомовые коммуникации. На все про все несколько часов. На ближайшем штабе, который мы будем проводить по вопросам надежности электроводоснабжения, мы будем дополнительно акцентировать момент, чтобы при производстве таких работ прорабатывались альтернативные схемы, допустим, подачи того же теплоносителя. Тот же водоканал, меняя трубу свою, он же отработал именно запитав всех потребителей по другим схемам, то есть без ограничения водоснабжения. Поэтому, если, допустим, я как предполагаю, будем предлагать коллегам, что если уж собрались менять коммуникации, именно таким методом, делайте тогда это в межотопительный сезон. Хотел бы принести извинения искренне жителям за те неудобства, которые были доставлены населению. Вот от всей души прошу всех понять, но со своей стороны энергетики делали все, что они должны были сделать. Работа была организована, работа была слажена. Прокурорская проверка уже начата, на нее отводится 30 дней, но с учетом общественного резонанса, возможно, времени потребуется меньше, заявили в ведомстве. В настоящее время прокуратурой города Сыктывкара начата проверка по факту аварии на тепловых сетях на перекрестке улиц Интернациональной и Куратово города Сыктывкара. По результатам проверки будет дана правовая оценка возникшей ситуации, установлены причины аварии, размер вреда, а также будет решен вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности и принятии иных мер прокурорского реагирования. К проведению проверки также привлечены органы государственного надзора. Они оценят принятые управляющими организациями меры для полноценного восстановления теплоснабжения. Александра Головина, Никита Чернов, Марина Ладанова, Олег Костромин, Павел Люлянмин. Телеканал Юрган, Сыктывкар.